День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня, в конце недели, подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и людях, с которыми нам удалось пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. В республике началась работа по социальной газификации. Сколько домов получат голубое топливо в ближайшее время? Мы уже предполагаем, что в этом году почти 300 домовладений пойдет под социальную газификацию. Группа сводного отряда Федерального медико-биологического агентства будет работать в республике до конца сентября. Что я здесь работал, в Братске, в Иркутской области, в Симферополе, на территории Крыма. Все мы работаем по одним стандартам, разработанным нашим Минздравом. И поэтому достаточно было просто влиться в работу. Мы друг друга, доктора, понимаем. Но какие-то новшества я здесь подчеркнул. Надеюсь, чего-то, может, мы тоже рассказали докторам. Столичная станция скорой помощи отмечает 90-летие. С какими показателями «Неотложка» празднует свой юбилей? Было сложно. В какой-то момент мы перешли на посуточную работу. Но наши медики все молодцы. Благодарю их за такой труд, и все справились. Начало осени в ряде районов Якутии ознаменовалось запуском интернет и спутниковой связи. Расскажем о планах цифровизации региона. Мы дали более 88% населения доступ к высокоскоростному цифровому интернету. В этом году у нас есть 3 пилотных арктических территории, где запустили безлимитные спутниковые тарифные планы для жителей. Об этом и не только. Смотрите в ближайший час. Безусловно, главное событие страны на этой неделе – это выборы депутатов в Государственной Думы 8-го созыва. А говоря о республике, отметим, что в ряде районов, муниципалитетов и поселений выборы на этот раз многоуровневые. Уже традиционно голосование проходит в течение 3 дней, и первые итоги появятся уже в понедельник утром. Из избирательной кампании этого года можно отдельно отметить, например, открытие в столице республики Центра общественного наблюдения, куда выведены изображения с камер со всех избирательных участков Якутска. Также отмечается очень большое внимание со стороны как политических партий, так и общественных организаций к контролю и наблюдению за ходом голосования. Естественно, в труднодоступных и отдаленных местностях региона прошло и досрочное голосование. Как оно проходило в Тампонском районе, смотрите в материале далее. В Тампонском районе с 12 по 14 сентября досрочное голосование проводится с использованием вертолета. В первый день члены участковой комиссии 558 села Тополиное побывали в 3 стадах СПК «Фактория Тампо», где проголосовали 13 оленеводов и чумработниц. Самая удаленная местность Адыча расположена в 300 километрах от аэропорта Хандага. Все проголосовали, да? Я с женой работаю в оленеводстве всю жизнь. Наши стада находятся 200 километров до 1000 километров в труднодоступных местах. Далее участковая комиссия добралась до месторождения Абоха в горах Верхояния. Большинство старателей воспользовались своим конституционным правом. Всего проголосовали 17 человек. Мы, геологи, занимаемся поисково-оценочными работами и ищем серебро. На участке находится 22 человека. Мы очень рады, что в таком труднодоступном регионе мы можем провести выборы и отдать свои голоса за тех, кого считаем достойными наших голосов. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Ну а как прошло досрочное голосование в других районах? На подготовке к этим выборам и особенностях кампании этого года мы поговорим сегодня с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии республики Александром Власовым. Он сегодня гость нашей студии. Александр Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы только что посмотрели сюжет из Тампонского района. Скажите, можно ли говорить о том, что и в других районах нашей республики все-таки досрочное голосование прошло и даже, может быть, где-то успешно? Нужно сказать, что досрочное голосование у нас прошло активно. Может, несколько явка ниже, чем мы ожидали. У нас 53,5% пришло для голосования на досрочных выборах. Это может быть и ожидаемо. Это традиционно примерно такая же цифра. Но, тем не менее, оно прошло очень активно. И мне радостно и приятно было сейчас смотреть на свой родной Тампонский район,
Вот. Ну и в других районах активно прошло голосование, особенно вот тех, кто работает в трудных или сложных условиях. Ну, несколько ниже оно прошло вот в вахтовых поселках, куда мы выезжали, а вот, значит, на метеостанциях, на оленеводческих бригадах, в различных иных хозяйствующих субъектах, которые занимаются сельским хозяйством, явка была очень высокая. Но вот эти выборы уже в третий раз проходят в течение 3 дней. Мы вот общероссийское голосование было, столичного мэра мы выбирали, 3 дня голосовали тоже. И вот сейчас тоже 3 дня проходит голосование. Скажите, насколько это оправдано проведение вот именно в 3 дня? Ну, хотелось бы сказать, что законодательно, в принципе, определено однодневное голосование, но учитывая сложную санэпидемиологическую обстановку, которая уже у нас длится с марта 2020 года, решено, что вот эти выборы будут проходить 3 дня. Именно из-за сложного санэпидемиологического положения эти выборы проходят 3 дня. Ну и вот то, что сегодня уже практически четверть населения нашей республики проголосовало, свидетельствует о том, что разбивка, вот, она на 3 дня позволяет, значит, решить вопросы санэпидемиологического безопасности. Это серьезный момент. Ну и, безусловно, на всех избирательных участках соблюдаются абсолютно все требования, да? Да, это довольно серьезная работа, которая была проведена в этом году Центральной избирательной комиссией. Мы завезли все средства индивидуальной защиты во все районы нашей республики. И сегодня члены участковых избирательных комиссий и те граждане, которые приходят на голосование непосредственно, они могут воспользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы обеспечить безопасность. Учитывая, что завтра будет и основной день голосования, я обращаюсь ко всем жителям, что сегодня безопасность на всех избирательных участках, она 100%, поэтому вы можете прийти и проголосовать за достойного кандидата. Но не секрет, что перед любыми выборами всегда и в информационном поле поднимается волна, что нет-нет, да, будут какие-то нарушения, за, скажем так, фиксацией которых всегда отвечают наблюдатели. Вот, кроме того, Центра общественного наблюдения, скажите, как обстоит ситуация с наблюдателями на избирательных участках в этом году? Ну, нужно сказать, что сегодня наши наблюдатели могут воспользоваться общественным центром для того, чтобы посмотреть, как идет голосование в 277 участковых избирательных комиссиях, как работают территориальные избирательные комиссии. Ну и, конечно, очень важно, что на сегодняшний день более 6 тысяч человек у нас откликнулись и являются наблюдателями в Республике Саха-Якутии. Это и представители общественной палаты более 2000. Ну и очень важно, что политические партии, которые сегодня работают на территории нашей республики, нашли и выделили около 4000 общественных наблюдателей, которые представляют уже соответствующие партии, которые участвуют в выборах. Что касается явки избирателей в этом году, то можно ли сказать, что идет какая-то динамика по сравнению с предыдущими выборами, больше, меньше или ожидаемо? Ну, мы итоги подведем 20 числа, поэтому прогнозировать довольно сложно. К сожалению, активность наших избирателей на выборах депутатов Государственной Думы, она с каждым годом или с каждыми выборами снижается. Вот последние проценты, которые были в 2016 году, это 47,6%, а так у нас бывали и года, когда приближалась к 75% активность нашего населения. Ну, я не буду в глубину причин вдаваться, но, наверное, они довольно серьезны, что наше население не так активно именно на выборах депутатов Государственной Думы. Но я надеюсь, что этот процент будет преодолен, и, значит, мы приблизимся к цифре, которая будет достойна для нашей республики по итогам выборов. Ну и, конечно, опять же, обращаясь к нашим людям, вот как раз широкое представительство населения, оно наиболее объективно могло бы отразить, значит, те общественное мнение, которое сегодня есть в нашей республике. Еще один, конечно, очень важный вопрос, который волнует очень многих, это безопасность на избирательных участках. В первую очередь, это безопасность общественного порядка, ну, во-вторых, это безопасность по сохранности, скажем так, того имущества избирательных комиссий, которое остается на ночь, когда члены комиссии опечатывают все и уходят домой. Как здесь ситуация? Ну, я уже отметил, что главный вопрос – это то, чтобы наши члены участковых избирательных комиссий, население не заболели, где у нас приложены все усилия, чтобы, значит, эта безопасность была. Ну и я хочу сказать,
сказать и выразить большую благодарность органам внутренних дел, Росгвардии. Они активно участвуют в охране и общественного порядка, и о том, о чем вы сказали, охране, значит, всей документации, которая сегодня находится в участковых избирательных комиссиях. Ну и вот я чуть-чуть сказал о видеонаблюдении. Вот эти все стационарные видеонаблюдения, оно также проводится и днем, и ночью, и осуществляется контроль за документацией, которая хранится. Ну и выделены сегодня сейфы. Ну а там, где видеонаблюдения непосредственно нет, там идет видеофиксация. То есть на 515 участках у нас сегодня идет видеофиксация, которая также отражает сохранность всей документации. Ну и, конечно, вот сегодня мы вот в этих даже сложных, довольно погодных условиях обеспечиваем голосование на всех участках нашей республики. Вот, насколько я знаю, кроме вот этих, скажем так, основных выборов депутатов Государственной Думы, в ряде регионов, районов и муниципальных образований нашей республики проходят выборы еще других уровней. Вот об этом тоже скажите, пожалуйста. Ну, у нас традиционно в единый день голосования проходят и муниципальные выборы, потому что истекает срок полномочий, значит, органов соответствующих. Вот у нас 76 выборных кампаний, 247 значит, муниципальных депутатов и должностных лиц будет избираться. Будет избираться 2 главы районов, 4 представительных органов районного совета, ну и довольно большой срез голосования на поселенческом уровне. То есть наряду с выборами депутатов Государственной Думы у нас проходят большие выборы и в муниципалитетах нашей республики. То есть за раз люди могут получить не 2 бюллетеня, как большинство, доходит до 5 бюллетеней, которые будут получать, значит, отдельные люди при голосовании. Что ж, будем с нетерпением ждать итогов этих выборов. Александр Васильевич, я вас благодарю, что нашли время в эти неспокойные дни и пришли к нам в студию. Всего доброго вам и хорошей работы. Ну и к другим, не менее важным темам. В республике началась работа по догазификации населенных пунктов. В программу социальной газификации в регионе включены почти 5000 домов. По указу главы республики в регионе создан региональный штаб под руководством председателя правительства Андрея Тарасенко. А региональным оператором по догазификации населенных пунктов является Саха-Транснефтегаз. Проект будет реализован поэтапно. В этом году запланировано газифицировать уже около 300 домовладений. Вообще, мы уже социальной газификацией начинаем заниматься. Такое поручение нам выдал глава республики. Александр Сергеевич буквально вчера проводил совещание. Создан штаб, который еженедельно собирается. И мы уже предполагаем, что в этом году почти 300 домовладений попадет под социальную газификацию. Это те дома, по которым граждане заявились после 21 апреля текущего года. А в целом мы сделали инвентаризацию вместе с органами местного самоуправления. Получается, что 4900 домовладений мы должны подключить в ближайшее время. В следующем году мы будем заниматься домовладениями, которые не подпадают под дефицит, у которых нет дефицита газа. Соответственно, таких домовладений чуть больше 4300, и в пределах 600 домовладений, к сожалению, попадает там, где есть дефицит газа. Вот эти земельные участки домовладения будут газифицироваться позже. Однако мы вчера обсуждали у главы, и глава поддержал предприятие, что все-таки дефицитом тоже нужно заниматься уже со следующего года. Но сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на минуту, и после небольшой рекламы обязательно продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем программу. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске в этом году запланированы ремонтные работы и асфальтирование на 36 участках. На сегодняшний день выполнено уже более 80% от плана. О том, какие дороги обновлены в пригородной Мархе, в материале Ульяны Шагиной. На одной из основных улиц Мархи, Интернациональной, сегодня завершено асфальтирование. До ремонта ездить по этому участку было невозможно. Ямы и выбоины доставляли автолюбителям одни неудобства. В рамках нацпроекта обновили и прилегающую к Интернациональной Заводскую улицу. Мы находимся на улице Интернациональной, микрорайон Марха. Протяженность
данной улицы составляет с улицы Заводской километр 961 метр. У нас в порядке 80% уже асфальтирование уже завершено. Регенерация также полностью все завершено. Улица Интернациональная, 19-й крайний объект подрядчиков. Помимо асфальтирования, дорожники привели в порядок и заасфальтировали автобусные карманы. Улица двухполосная, шириной 8 метров. Работы выполнены методом холодной регенерации. То есть она с добавлением цемента и воды готовит основание 20 сантиметров толщина. По такой же технологии этим летом обновили и улицу Олега Кошевого. Здесь отработала уже другая подрядная организация. Кроме Мархи, они обновили улицы в Строительном и Сайсарском округах. Олега Кошевого – одна из самых длинных по протяженности – более 3 километров. В плане освещенности тут 107 новых осветительных столбов будет. Также барьерных ограждений вдоль дороги 900 метров. Помимо освещения проложили тротуары вдоль школы, детского сада и кадетского корпуса в микрорайоне. Напомню, в этом году ремонт провели на 36 индикаторных объектах. Дополнительно отработали на 8 переходящих участках. По ним работы должны были провести в следующем году. Подрядчик с опережающими темпами выполняет производство работ. То есть он объем работ, предусмотренный в 2022 году, уже выполняет в текущем году. Следует отметить 8 объектов. Это Поярково, Каландрашвили, Пирогова, Ильминская, подъездная к Речевой школе, Федора Попова, переулок Энергетиков. Главным же объектом нацпроекта остается проспект Ленина. Протяженность улицы порядка 3 километров. За нее возьмется подрядная организация из Читы. На обустройство главной улицы столицы выделят порядка 1,5 миллиона рублей. В этом году по проспекту будут проводиться только земляные работы от участка улицы Кулаковского до Октябрьской и Кирова. Этот участок протяженностью 800 метров во время работы будет перекрыт после утверждения схемы маршрутного транспорта. Ульяна Шагина, Павел Никифоров, Семен Семенов. День за днем. На этой неделе в Якутию прибыла вторая группа сводного отряда Федерального медико-биологического агентства. Еще в августе 3 реаниматологов агентства начали свою работу в Якутской клинической больнице и в Мернинской центральной районной больнице. С какой целью медики посетили регион, расскажет Саргылана Неустроева. В этом году Якутия обратила на себя пристальные взоры многих федеральных организаций. Региону оказывалась беспрецедентная поддержка при тушении пожаров. Однако последствия оказались серьезными, а на их устранение необходимо было направить комплексные меры, в том числе со стороны здравоохранения. Это и диспансеризация волонтеров и добровольцев, принявших участие в тушении пожаров, и регистрация высокой заболеваемости COVID-19 в регионе. Министерство здравоохранения Якутии определило узкие места, которые своими силами сложно решить в данный период. Поэтому Федеральное медико-биологическое агентство направляло отряд в соответствии с пожеланием местного отраслевого министерства. Так, благодаря работе врачей-реаниматологов ФМБА было развернуто 9 дополнительных реанимационных коек. 6 в Якутской клинической больнице и 3 в Мирнинской центральной. Отряд, как говорится, бывалый, неоднократно принимавший участие в работе при ЧС в других регионах страны. Здесь же, по словам медиков, их приняли радушно, предоставили все условия для работы и обмена опытом с якутскими коллегами. Что я здесь работал, в Братске, в Иркутской области, в Симферополе, на территории Крыма. Все мы работаем по одним стандартам, разработанным нашим Минздравом. И поэтому достаточно было просто влиться в работу. Мы друг друга, доктора, понимаем. Но какие-то новшества я здесь подчеркнул. Надеюсь, чего-то, может, мы тоже рассказали докторам. Коллектив тут очень замечательный, дружелюбный, встретили нас с теплом, всегда готовы прийти на помощь, протянуть руку помощи, если сомневаешься в каком-то моменте. Между тем, как утверждают специалисты, болезнь помолодела. Теперь из-за ковида на больничной койке могут оказаться и дети. Единственным на сегодняшний день способом профилактики коронавирусной инфекции является прививка. Но вакцина не панацея. Необходимо выработать коллективный иммунитет. Привитых людей очень мало здесь лечится. Это не значит, что их нет совсем, да, то есть есть пациенты с тяжелым коморбидным фоном, с большим количеством сопутствующих заболеваний. И даже после прививания они болеют тяжело, это действительно так. Но тем не менее, вот у меня нет статистики по России такой расширенной, но есть зарубежная статистика. Из 100 тысяч заболевших привитых 1%.
из 100 тысяч умерших 0,01% всего привитых. То есть при массовой вакцинации это однозначно работает. Тем временем еще одна бригада агентства прибыла в Якутск во вторник. Это 7 специалистов, из них 5 врачей и 2 средних медицинских работника. Отряд посетил село Бяськёль горного района и провел диспансеризацию местных жителей. При этом за услугами узконаправленных медспециалистов жителям села, как правило, приходится ездить в районный центр. Это в 2 часах езды от деревни. Население в основном составляют люди пожилого возраста. Для них такие поездки затруднительны. Рада, что эта бригада федеральная приехала. Конечно, что они хорошо работают. Если бы никто не помогал, конечно, очень трудно было бы. На помощь приезжим врачам прибыли и сотрудники Центральной районной больницы и Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. С собой медики привезли диагностическое оборудование, благодаря которому жители смогли пройти УЗИ, ЭКГ и спирографию для измерения дыхательной способности. Бригада работает, все перезнакомились. Также дальше мы будем продолжать обмен опытом. И приезжие доктора тоже очень хорошо отзываются о Якутской городской больнице номер 3, на базе которой они расположены, о высокой организации медицинской помощи. Как и коллеги из отделения реанимации, эти медики не раз оказывали помощь в горячих точках и на деле доказали свой профессионализм. Но в Якутии отряд работает первый раз. Вот этот отряд создан по распоряжению руководителя агентства Скворцовой Вероники Игоревны и составлен он состоит из специалистов, подведомственных федерального агентства в Сибирском федеральном округе. Это специалисты из Железногорска, из Северска, из Красноярска, из Зеленогорска, из Омска, из Новосибирска. То есть сборная команда, которая неоднократно уже принимала участие в чрезвычайных ситуациях. В Якутии специалисты агентства пробудут до конца сентября. Однако, по их словам, желающих пройти медосмотр в Якутске мало. При этом все условия для диспансеризации именно волонтеров и добровольцев созданы. Это отдельный вход в поликлинику, широкий спектр специалистов и услуг и практически полное отсутствие очередей. Надо только прийти. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Напомню, что 2021 год объявлен в Якутии годом здоровья. Более того, в этом году отделение скорой медицинской помощи города Якутска отмечает свой 90-летний юбилей. О том, как проходят будни в отделении скорой медицинской помощи, узнавала Надежда Саханская. Вот так врачи скорой отправляются на очередной вызов. Медлить нельзя ни минуты. Ко времени здесь относятся очень серьезно. Кстати, сейчас прозвучал вызов, который сигнализирует о том, какой бригаде куда нужно отправляться. Вот прямо сейчас 12-я отправляется на обед. Сюда ближе, вызывайте здесь. Все вызовы сначала поступают на пульт операторов, которые записывают данные о пациенте, жалобы, симптомы и передают их в диспетчерскую, где и назначается бригада, которая поедет на вызов. К слову, большинство вызовов в последний год связано с коронавирусной инфекцией. Также на станции скорой медицинской помощи сформирована одна инфекционная бригада. Но также остальные бригады тоже сталкиваются с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и знают, как себя обезопасить. Было сложно. В какой-то момент мы перешли на посуточную работу. Но наши медики все молодцы. Благодарю их за такой труд, и все справились. В отделении скорой помощи самые самоотверженные специалисты. Владимир Егоров работает здесь уже более 30 лет и ни разу не пожалел о выбранной профессии. Начинал он свою карьеру в сфере медицины в качестве охранника и уже потом стал врачом. А повлиял на его выбор фильм «Дела сердечные», который Владимир посмотрел еще в школе. За долгие годы работы в скорой помощи с ним происходило немало случаев. Конечно, много было. Но сейчас я уже, конечно, не помню, потому что было очень много. Ну, были, например, вот принимал я, когда еще фельдшером был, роды на дому первый раз. Ну, удачно приняли, все. Ну, сейчас счастливый оттуда вышел, ребенок сразу закричал, все. Доставили его в роддом. Потом еще были случаи, что вот, когда у нас с 2005 года начались реанимационные занятия, мы проходили, вот, с Владивостока приезжали, нас обучили, вот,
как бы проводить реанимационные мероприятия. И там вот я тоже вот, ну, как бы один из первых, там у меня была успешная реанимация, тоже как бы я запомнила. После определения диагноза пациенту назначают лечение или госпитализацию. А по возвращении на станцию скорой помощи медики фиксируют вызов. И у них есть немного времени на отдых до следующего пациента. На все вызовы врачи скорой помощи спешат точно так же, как и в свой первый рабочий день. Последствия аварий, приступы и роды, а порой и то, и другое разом. И тогда справиться под силу, пожалуй, только таким специалистам, которые точно сумеют помочь. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Буквально через минуту мы продолжим, не переключайтесь. Наверняка наши телезрители помнят, как неделю назад мы рассказывали о приезде в республику поисково-спасательной группы, которая откликнулась на призыв о помощи в поиске раненого медвежонка в Южной Якутии. Как мы и обещали, мы старались отследить его судьбу. И сегодня о том, чем все это закончилось, и не только, нам расскажут участники этих самых событий. Это Анастасия Козич, президент Фонда защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» из города Перми, и Станислав Новицкий, ветеринар, фонд «Тариф лечебный», город Москва. Они у нас в студии. Анастасия, Станислав, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, давайте все-таки начнем с многострадального медвежонка. Действительно, прям сердце кровью обливалось, когда эти кадры появились в социальных сетях, как он, бедный, раненый, хромой, ищет, может быть, помощи, может быть, спасения. Чем все закончилось? Нашли или не нашли? Мы его не нашли, мы нашли следы присутствия примерно недельной давности. То есть мы, как только получили известие о том, что находится медвежонок, последние данные были о том, что он 6 сентября лежал в канаве. Со следующего дня мы связались сразу же с волонтерами, с местным охотоведом, которые ежедневно начали выезжать на место с целью мониторинга ситуации, чтобы не терять время, пока мы в пути находимся. Ежедневно мне отзванивались и волонтеры, и охотовед, и сказали о том, что его больше никто не видел. Ну, то есть здесь можно предположить, что он или ушел в глухую тайгу, или, может быть, к сожалению, погиб. Как вы думаете, как ситуация могла развиться? Вариантов несколько. Ну, во-первых, чисто теоретически он мог уйти, но мы видели, что он хромой. Он накануне недавно потерял медведицу. То есть у медвежат в этом возрасте еще работает такой инстинкт следования за матерью, и они ходят только за матерью, и он остается сиротой, то есть он еще не готов к самостоятельному выбору маршрута. То есть в этом стрессовом таком состоянии маловероятно, что он мог уйти из этой точки. Там дальше вариантов может быть несколько. Либо хищники его отловили, либо местные жители. Ну, то есть, к сожалению, можно констатировать тот факт, что благополучно эта ситуация, к сожалению, не разрешилась пока. Или все-таки есть, может быть, какой-то слабенький шанс, что он еще раз выйдет из леса к людям? Ну, смотря как относиться к этой ситуации. То есть в любом случае медвежонка, объективно мы, скорее всего, не найдем. После того, как мы оттуда уже уехали, волонтеры продолжили поиски. То есть мы оставили там прикормку, очень сильно такую ароматизированную, для того, чтобы, если он там, он на нее вышел к этой приманке, но он не вышел. Но здесь можно смотреть на ситуацию немножко с другой стороны. Местных жителей очень сильно взбудоражила эта ситуация, потому что семья из 3 особей, мать медведицы и 2 ее детей, в течение 1 месяца погибли. И местных жителей очень всколыхнула эта ситуация, и они задумались о том, как стоит обращаться с дикими животными, в частности с медвежатами, нужно или не нужно их подкармливать. То есть сейчас речь идет о том, чтобы местные жители уже внутри своего населенного пункта говорят: не подкармливайте, не кормите диких животных, это приводит к гибели. То есть вся ситуация произошла из-за того, что... проезжающие водители начали их подкармливать. Из-за невежества. То есть что будет, если я 1 раз подкормлю? Да ничего не будет. И так каждая проезжающая машина, да ничего не будет. Медвежатам нужно всего 10 дней для того, чтобы стать человекоориентированным. То есть если они в течение 10 дней контактируют с людьми, они перестают бояться людей, и они всегда будут выходить в населенные пункты в поисках людей. Собственно, это и произошло.
Мать с детьми выходит, и все, медвежата понимают, что это норма, и они точно так же идут к населенные пункты, к людям. Ну, а там, возможно, уже какие-то акты агрессии, в которых они могут погибнуть уже. Конечно, конечно. Пока они маленькие, ничего не будет, но они вырастают, и любой привычка выход... остается. Любой выход это уже, да. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки все будет хорошо с другими какими-то медвежатами. Очень жалко, конечно, если он действительно погиб. Станислав, хочу обратиться к вам. Насколько я знаю, вы были в составе другой группы, которая выехала на помощь в наше многострадальное село Бяськёль, пострадавшее очень сильно от пожара, где помогали нашим местным ветеринарам. Расскажите, что делали? Да, изначально эта миссия была по помощи именно диким животным. На это мы были ориентированы с самого начала. Но когда мы прибыли на место, мы увидели реальную ситуацию, то, что дикие животные, они ушли, но пострадали именно сельские животные. Это КРС, это лошади, это даже собаки. И для нас уже не было, по большому счету, разницы, кого из животных лечить. То есть мы пошли на помощь сельским животным, тем самым мы помогали, по большому счету, их хозяевам, фермерам, и работали бок о бок вместе с местными ветеринарами. И у нас это получилось такой как бы обмен и опытом, то есть мы посмотрели, в каких условиях, ну это в полевые условия получается, работают местные врачи, они посмотрели, как это делаем мы, и по большому счету это была такая очень слаженная, дружная командная работа, где мы сначала были в селе Бяськёль, потом мы переехали на следующий или через 2 дня где-то в деревню Кюрелях. Там мы продолжили работать также с пострадавшими и КРС, и лошадьми. Вот. И до диких, по большому счету, мы не добрались в том случае. Вот это была наша работа. Вот расскажите, а как вообще происходит отклик на вот такие призывы о помощи? Это должно произойти на каком-то государственном уровне? Или это, может быть, какие-то общественные организации просто в воздух кидают клич помощи, и вы эти кличи видите и отзываетесь на них? Отклик был вообще совершенно разный. Для начала, когда мы приехали в Бяськёль, мы не сами по себе приехали, мы работали с департаментом экологии, с департаментом ветеринарии и с Министерством экологии. То есть они, можно сказать, нас туда направили. И когда мы туда приехали, фактически мы были под их протекцией, они нам нарисовали план работ, и мы его взялись выполнять. Это не было просто наше самостоятельное, как бы там вот берем вот эту корову и лечим, то есть мы работали по плану. Но когда мы приехали в Кюрелях, также мы работали по той же самой схеме, но интересный момент такой, что не все владельцы животных нам предоставили свой скот. Возможно, это было связано по тем причинам, что мы же приехали спустя 2 месяца после пожаров, и проехало большое количество МЧС, пресса, то есть приезжали, значит, видеоблогеры, то есть снимали. И, возможно, местные, они уже устали от количества визитеров к ним, и доверие было, ну, скажем, его приходилось немножко завоевывать. И по большому счету, про нас достаточно много людей узнало, мы все это транслировали в социальных сетях. И те, кто за нами следил, они без проблем нам предоставили своих животных и помогали нам своим кровом, продуктами питания, то есть нас везде принимали как своих. Нас на самом деле это очень тронуло, потому что каждый раз, когда мы ехали на новую точку, нам говорили, вы будете ночевать там на досках, значит, то есть мест фактически нету, потому что людей очень много. Мы сказали, да, не проблема, мы ко всему готовы, и каждый раз мы приезжаем, и нам предоставляют прекрасное, значит, жилье, хорошие условия, то есть мы как в гостиницах были каждый раз. Ночь ночевали и сразу в поле сработали. И большой, конечно, плюс то, что и департамент ветеринарии нам предоставлял транспорт, потому что изначально нам заявили, что дорог нет. Нам-то городским, да, мы не совсем понимали, что значит дорог нет. А когда мы отъехали там за 150 километров, мы увидели, что действительно транспорт, он очень такой, большая напряженка с ним. И это были автомобили, подготовленные для тех мест, то есть без сопровождения, скажем, органов государственного управления мы бы здесь ничего не сделали. Мы бы даже не знали на самом деле, что нам надо делать. Поэтому работа с администрацией, которую мы провели в первый день, это беседы, планы, то есть она была необходима. И результат, он, собственно говоря, уже есть.
Анастасия, я хочу спросить у вас, фонд защиты дикой природы, следы человека в живой природе. Чем занимается вообще? Ну, вот сейчас мы увидели, что вы помогаете искать медвежонка раненого. Какие-то еще, может быть, вы мероприятия проводите? Как часто вы за пределами собственного региона работаете, принимаете участие в каких-то вот мероприятиях? У нас два направления деятельности. Первое направление – это природоохранная ассоциация. Мы защищаем лес руками подростков, убираем мусор и высаживаем деревья. Поработали мы в рамках этого направления в 13 регионах России. Второе направление, которое сейчас мы запускаем, это начали подготовительные работы к строительству приюта для бурых медведей в Пермском крае. Целый приют прямо для бурых медведей? Да, фокусный приют для пожизненного содержания бурых медведей, которые пострадали от рук человека. То есть теоретически вот этот наш злополучный медвежонок мог попасть был туда, к вам? Теоретически, да. Мы планировали, что он сначала идет на реабилитацию в центр во Владивостоке. И если по итогам реабилитации мы принимаем, то есть специалисты принимают решение, что он не выпускной, он не приспособлен для жизни в дикой природе, соответственно, мы забираем его к себе, в Пермский край. Ну и у вас, Станислав, хочу поинтересоваться, ближайшие планы, вот сейчас вы едете из Якутии, чем будете заниматься в ближайшее время? Во-первых, у нас есть планы еще в Якутии. Значит, для начала, вот ближайших несколько дней к нам приехала гуманитарная помощь, которую мы дождались, которую мы отправили из Москвы. Она ехала больше 2 недель, заявлено было 8-9. Мы ее точечно сейчас распределим, что-то поедет в Министерство экологии. Ну, так как мы вот буквально 3 дня назад работали в Бизонарии, мы поняли необходимость в седативных препаратах, в нейролептиках, то есть у нас их в избытке. Что-то поедет в департамент ветеринарии. Эта организация распределит в своем направлении, что-то поедет по приютам для передержки собак-кошек здесь, что-то мы точечно отправим лично в сам Кирилях и в Бескюэль, то есть тем врачам, с которыми мы работали, мы поняли, в чем у них нужда, и для них мы повезем что-то, мы отвезем лично фермерам, то есть мы вот на этом отработаем. И по окончании миссии, нашей, она уже вот на следующей неделе наверняка закончится, мы возвращаемся в Москву, а дальше у нас проектов, собственно говоря, они безостановочные. Был план съездить, возможно. У нас ведь одновременно произошла проблема и в Якутии, и такая же проблема, не совсем просто масштаб большой, произошла в Крыму, когда разлился танкер с нефтью, и мы думали, куда ехать, то есть группу людей отправить туда или туда. То есть у нас есть основная работа, на которой мы, собственно говоря, занимаемся тем же самым, а вот эти проекты, они не коммерческие, поэтому мы будем это разбавлять постоянно. Что ж, Анастасия, Станислав, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу и спасибо, что смогли найти время и заглянуть к нам в студию. Спасибо. Спасибо. Ну а буквально через минуту мы обязательно продолжим. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. Начало осени в ряде районов Якутии ознаменовалось запуском интернет-связи. Только за последние 2 недели в более чем 45 населенных пунктах появилась глобальная сеть интернет. Какие это населенные пункты и вообще о планах цифровизации региона в материале Дмитрия Темырова. 16 сентября в 4 труднодоступных арктических населенных пунктах появился глобальная сеть интернет. Это стало возможным благодаря запуску здесь спутникового интернета. Это Среднеколымский, Абыйский и Верхоянский район. Сегодня вместе с Arctic Telecom, вместе с ГУП «Космические системы» запустили в отдаленных населенных пунктах спутниковую связь со скоростью приема 5 мегабит в секунду, что позволяет, в принципе, на спутниковом сегменте спокойно проводить ВКС, пользоваться всеми услугами интернета. Это Бетенкёс, Абый, Налимск, Алсардах. Также на этой неделе в 2 труднодоступных селах Татинского улуса запустили спутниковый интернет. Это такие села, как Тамтор и Булун. Здесь заработал спутниковый интернет, дозор, телепорты. Все это стало возможным благодаря упорной работе региональных властей с федеральным центром. Наши партнеры, космическая связь в лице генерального директора Алексея Константиновича, с ними активно работаем. И в 3 наших муниципальных районах, Абыйском, Верхоянском, Среднеколымском районе, обеспечена сегодня достаточно хорошая, качественная интернет-связь через спутниковый канал. Будем в дальнейшем расширять наше сотрудничество и обеспечивать такую связь в других населенных пунктах арктической зоны нашей республики. Для нас этот проект приоритетный. Мы
с нашими коллегами и товарищами из Артелекома уже неплохо взаимодействуем. Мы вчера посчитали уже около 150 населенных пунктов на территории республики при помощи спутниковой связи получают связь и интернет. На этом не собираемся останавливаться. Мы все-таки по-прежнему надеемся, что и Березовку подключим, и другие населенные пункты. И более того, я должен сказать, что мы также рассматриваем возможность участия спутниковой связи и в подключении удаленных социально значимых объектов. Между тем, по словам руководителя Артек-Телеком, региональные власти ведут работу по ценообразованию предоставляемых услуг, чтобы она была доступна для каждого жителя региона. Министерство инноваций сейчас ведет очень активно большую работу, чтобы каким-то образом стоимость спутникового ресурса субсидировался для операторов. Вот. Поскольку аренда спутниковых каналов, она, так бы сказать, всегда была недешевой. Вот. Но на рынке, естественно, понятно, что решает конкурентная среда. Если спутниковый интернет охватывает отдаленные северные и арктические районы Якутии, то в центральной части республики всемирная паутина добирается в населенные пункты республики волоконно-оптической линией связи. Так, в начале сентября глава Якутии вместе с Ростелекомом дали запуск высокоскоростному интернету в 43 селах региона. Это большой результат. И это результат самоотверженного труда, в первую очередь, конечно же, работников Ростелекома. Я бы хотел выразить им огромную благодарность в сложнейших условиях и пандемии, и лесных пожаров, которые у нас этим летом были. Они мужественно выполнили свои задачи, преодолели все трудности. Я благодарен компании, каждому сотруднику за надежное партнерство, за нашу общую работу, которая на самом деле дает возможность людям жить в самых отдаленных уголках нашей республики и быть на связи со всем миром. Так, с 2011 года Ростелеком инвестировал в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона более 5 миллиардов рублей. А по итогам 8 месяцев этого года линия оптоволокна стала доступна 43 населенным пунктам 12 районов Якутии. За 10 лет мы подключили 288 населенных пунктов к оптическим линиям связи. Мы дали более 88% населения доступ к высокоскоростному цифровому интернету. В этом году у нас есть 3 пилотных арктических территории, где запустили безлимитные спутниковые тарифные планы для жителей. Так, благодаря очередному запуску ВОЛС, Хангаласский район стал 4-м цифровым районом республики, где все населенные пункты подключились к сети интернет. Строительство волоконно-оптической линии связи охватило все муниципальные образования Хангаласского улуса. Это начиная с села Техпир до села Исиль и всех заречных масляков, включая труднодоступные населенные пункты. В каждом населенном пункте к оптической линии связи подключены социальные объекты, в том числе объекты почты, образования, медицины и иные учреждения. Отметим, что помимо Хангаласского цифровыми районами Якутии считаются Нюрбинский, Чурапчинский и Мирнинский. В ближайшее время этот список должны пополнить северные и арктические улусы республики. Могу приоткрыть завесу, что 5-м районом будет Аймиконский. Да, в этом году мы подключаем последний населенный пункт вместе с компанией «Импульс», да, и, соответственно, у нас будет 5 уже районов, которые полностью подключены к интернету. Хочу еще сказать, что мы на Восточно-экономическом форуме обсудили с Ростелекомом подключение Анабарского района. Вот буквально сегодня коллеги подтвердили, что мы из Оленька через Жилинду пойдем в Соскалах и Юрюм-Хая. Это большой прорыв, мы выйдем впервые на Северно-Ледовитый океан и надеемся там на Юрюм-Хая подключиться к Волсу, который пойдет по Сибирь-Морпути. Таким образом, якутские населенные пункты начинают присоединяться к всемирной паутине интернет, и их число с каждым годом будет только увеличиваться. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем русский драмтеатр имени Пушкина отправляется на гастроли в Приморье. Труппа русского театра представит жителям и гостям Владивостока 7 спектаклей. Гастроли реализуются в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Все подробности узнавала Марферина Алексеева.
Артисты драмтеатра взволнованы и в предвкушении. Труппа театра объездила весь Дальний Восток и множество городов в стране. Но так сложилось, что именно во Владивосток поедут впервые. В гастрольный репертуар включены самые разнообразные, самые просматриваемые спектакли. Откроют показы классическое произведение Александра Пушкина «Капитанская дочь». Очень хорошая тенденция в последнее время у нас возникла. То, что когда мы показываем спектакль школьникам, они, если они не читали первоисточник, то от увиденного в зале, сидя, да, что происходит на площадке театральной, у них появляется интерес к тому, чтобы взять первоисточник, открыть книгу и прочитать, что же там на самом деле было-то. Также в программе имеется музыкальный спектакль. Это драматический мюзикл Анны Ячичуревой, к выходу которого труппа театра готовилась более 3 лет. У меня, наверное, такая самая значимая для меня роль – это в мюзикле. Я буду ждать, даже если вы не придете. Мне очень повезло, я играю там маму 2 прекраснейших сыновей, если вы смотрели спектакль. Для нас это тоже такой определенный эксперимент, хотя мы уже делали подобные постановки музыкальные, где артисты поют вживую. Когда из зала идет вот этот вот ответ, и ты понимаешь, ради чего ты выходишь на сцену. Поэтому, что касается мюзикла, что касается любой другой премьеры, конечно, эти ощущения, мы ими питаемся. Будут самые кассовые и всеми горячо любимые комедии. Одна из них о любовном треугольнике. Жены главного героя, живя на соседних улицах, 3 года не догадываются о существовании друг друга. Слишком женатый таксист, кто-то знает как слишком влюбленный таксист, это одно и то же произведение. Вот, здесь довольно-таки интересная подача, это стендап, это интересное решение сценографическое, тоже идет на ура. Я думаю, что приморский зритель тоже получит определенное удовольствие от просмотра этого спектакля. Не обошли стороной и патриотические произведения. «Хроника любви, жизни и победы» в произведении Владимира Федорова «Два берега победы». Это спектакль о настоящем боевом союзе между СССР и США, о заокеанских истребителях, добравшихся до якутских аэродромов. Добрый вечер, дамы и господа! Ресторан «Аэрокобра», авиабаза «Лэнфорд», штат Аляска приветствует вас! Открывается занавес и стоит во весь рост самолет «Аэрокобра». Это надо видеть, надо смотреть. Также детская программа и даже ресторанный роман с повестью Куприна «Яма». Показы начнутся с 19 сентября и продлятся до конца месяца. А уже в следующем году Академический краевой драмтеатр имени Горького, на базе которого и пройдут гастрольные показы, ответно приедет в Якутск. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Якутск. Мифы и история якутского севера. Эти темы стали главными во время медиамоста, посвященного амбициозному проекту «Русское устье. Северный путь». Его задачей является выяснить, как поморы, жившие в европейской части русского севера, оказались за Уралом в Сибири и добрались до берегов Индигирки. И могли ли средневековые моряки покорить Ледовитый океан? Все подробности в следующем материале. Вот Белое море. А это устье Индигирки. Даже сегодня современными технологиями и ледоколами преодолеть этот путь довольно сложно, причем в суровых климатических условиях это тысячи и тысячи километров. А теперь представьте, сотни лет назад люди проделали этот маршрут на деревянных лодках и заселили север Якутии. Повторить это невероятное путешествие собираются энтузиасты из Архангельска, Великого Новгорода и Якутска. Все это часть большого проекта «Русское устье. Северный путь». Ну, конечно, если позовут, то я пойду. Это не страшно. Это очень интересно. Я бы хотел побывать в открытом море. Николай Артюков вместе с товарищами из разных городов России принимал участие в строительстве корабля «Коча» по средневековым чертежам. Именно на нем смельчаки должны отправиться вдоль берега Ледовитого океана от Белого моря до Индигирки. Это традиционные поморские суда, которые ходили в Западной Арктике и далее по всему Северному морскому пути, начиная с XIV века. Строились они у нас на Поморье, и по мере продвижения промышленного люда дальше строились в Якутске, в Охотске и далее на восток. Считается, что именно на таких судах в XVI веке новгородцы добрались до территории современной Якутии и основали поселение «Русское устье». Собрать воедино доказательства этой теории попытались эксперты из разных уголков страны во время медиамоста.
Конференция, которая прошла, я думаю, будет интересна всем, кто изучает историю Севера, кто изучает историю освоения Арктики и хочет понять ту роль, которую сыграли наши предки, поморы, в том, чтобы северные арктические территории оказались в составе нашей великой, замечательной страны России. По легенде, новгородцы спасались от тирании Ивана Грозного и уплывали все дальше на восток. Ученые приводят разные доказательства этой теории, например, традиции и говор русскоустинцев. Также многие из них ставят у домов корабельные мачты. Это отсылка к древним обычаям. Сегодня их никто не понимает, но вполне возможно, первые переселенцы разбирали свои корабли-кочи и строили из них жилища. Самые старые могилы, находящиеся далеко от реки Индигирки и Елони, их кресты сделаны из обшивки, потому что они в сечении образуют трапециевидную форму. Вот это вот один из моментов, косвенно доказывающий о том, что там кочи были. Медиамост – это часть большого проекта, который посвящен прошлому и настоящему русского севера и его первопроходцам. В скором времени его организаторы обещают презентовать документальный фильм о строительстве Коча, а сама экспедиция вдоль берега Ледовитого океана намечена на следующий год. Максим Кардозу, Джур Березкин. День за днем. Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и помните, что единственный способ остановить пандемию – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.